Друзья, приветствуем вас. Это «Свободный взгляд». Мы с Гагауз Медиа решили расширить территорию свободного взгляда и представить и себе, и вам возможность узнать взгляды разных людей, проживающих в нашей стране и за рубежом, и переживающих за Молдову и Гагаузию. Мы будем общаться онлайн, и сегодня свяжемся с первым гостем нашего такого нового формата, уроженцем города Чедерлунга, проживающим последние годы в Португалии, Григорием Стояновым. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина. Рад вас видеть. Здравствуйте, студия, здравствуйте, комрад. Всех люблю, скучаю. Поэтому, надеюсь, сегодня будет прекрасное общение про Гагаузию, про наш край. Я очень признательна вам за то, что вы приняли мое предложение и согласились ответить на наши вопросы и поразмышлять, в общем-то, о том, как вы относитесь к тому, что происходит вокруг Молдовы, Гагаузии, да и внутри страны и региона. Почему вы уехали из Молдовы и проживаете, насколько я понимаю, последние 10 лет в Португалии? Почему уехали и почему в Португалии? Нет, не последние 10 лет, а с 2019 года. Уехал я, потому что было эмоциональное выгорание. Это было после выборов, после того, как были, по-моему, выборы в парламент, когда Плохотнюк там переизбирался, они что-то сделали, и уже непонятно было, уже было какое-то ощущение, что это уже надолго, поэтому нужно подумать о себе и пора действовать. Поэтому я решил взять отпуск за свой счет и уехать в Португалию. Отпуск за свой счет? Я имею в виду отпуск за свой счет и уехать в Португалию. Но тогда вы работали на общественном телевидении ГРТ, да? То есть вы журналистикой занимались здесь? Да, тогда я работал на ГРТ, и я взял отпуск и уехал за границу. В Португалию, потому что на тот момент вариантов много не было, потому что, вы знаете, хоть и был безвизовый режим, но он был только на 3 месяца. Но в Португалии был такой вариант, что можно было оставаться на подольше. А когда вы были дома в последний раз, и что больше всего вас обрадовало и огорчило одновременно? Можете поделиться этими двумя своими ощущениями? Последний раз я был примерно год назад дома. Но я бы скорее сказал предпоследний раз, когда я был, потому что тогда я отсутствовал целых 4 года. Вот тогда именно ощущалось какие-то новые ощущения, когда я вернулся домой. В принципе, порадовало или огорчило. Я знал, куда приезжаю, я не приезжал в какое-то новое место, я прекрасно знал, что там происходит. И порадовало то, что все так же вкусно, все та же вкусная еда, все те же люди, которые я знаю, тот же язык, поэтому всегда приятно, когда приезжаешь в свою среду, где вырос и рос, учился, работал. Огорчило, не знаю, я был готов изначально к тому, что, в принципе, я знаю, куда приезжаю. Единственное, что меня всегда огорчает, я понимаю, что страна бедная, я понимаю, что дороги не такие, как в Европе или в других странах, развитых странах. Я все это прекрасно понимаю. Единственное, меня огорчает иногда то, что есть вещи, которые можно сделать без денег, имеется в виду... Есть вещи, куда не надо, на что не надо потратить много денег, но привести в порядок. Но единственное, даже это не делается. Я не знаю почему. А пример можете привести, о чем речь? Что можно делать без денег? Первое сравнение, разницу между европейскими городками, там, маленькими, и Гагаузия. Ты первый раз, когда приезжаешь, или давно не был, единственное, сразу тебе бросается в глаза, это лужи, дороги, бродячие собаки. Тогда я приехал летом, и мне бросались в глаза непостриженная трава. Я не знаю. Даже в центральных, по колено травы в центральном городе сразу ощущение бардака. Просто я не понимаю, в чем проблема закупить там, не знаю, штук 10 триммеров, нанять людей и постричь эту траву за пару дней. Я не считаю, что это какие-то большие деньги, там 10-15 тысяч потратить на оборудование и привести в порядок. Но это очень сильно бросается в глаза. Я думаю, что если приедет какой-то человек из-за границы, он сразу это заметит. Дает ощущение заброшенности какой-то.
Я знаю, что вы следите за политической и общественной жизнью в Молдове, в Гагаузии. Можно узнать, что, на ваш взгляд, сейчас самое главное, которое лично вас в том числе волнует из жизни автономии Молдовы? То, что меня волнует, все мы понимаем, что мы находимся возле страны, где происходят военные действия. Конечно же, беспокойство, что будет дальше и вообще, стоит ли привезти деньги в Молдову вообще, взять свои деньги, что будет примерно через год. Мы вообще не знаем, что будет через год. Где будет военный фронт? Коснется ли на нас война, нам? Мы вообще не знаем. Поэтому, конечно, это же беспокоит, вот это непонятно. Непонятно, что будет через год, реально непонятно. Угу. Депутаты Народного собрания Гагаузии. Давайте поговорим тогда о том, что сейчас очень обсуждается в нашем гагаузском обществе. Депутаты Народного собрания Гагаузии, их мандат завершен, мандат 7-го созыва, но покидать свои кабинеты депутаты пока не могут, потому что они должны работать до назначения следующих депутатов Народного собрания, до выборов. Но выборы на 22 марта тоже отменены, тоже не могут быть проведены. И тогда получается, что сегодня некий хаос воцарился. Можно считать, что он только сегодня воцарился. Это рукотворный хаос, созданный НСГ, на ваш взгляд, или что-то другое? Я думаю, что они не хотели хаоса, не хотели специально оставаться подольше у власти. Просто они хотели поставить своих людей в ЦИК Гагаузии, и у них не получилось, потому что на них подали в суд, и вот это за счет судов, за счет того, что идет разбирательство, получился этот хаос. А что вы можете сказать вообще о работе этого 7-го созыва Народного собрания? Так, коротким вашим мнением. Я вот пытался, на днях думал, вот реально, даже задайте себе вопрос, какой реально самый полезный закон эти люди приняли в Народном собрании за последние 4 года. Возьмите и подумайте, реально хотя бы один закон, который бы сказали, да, это полезный был закон, да, она улучшила нашу жизнь или поправила какое-то положение в Гагаузии. Я лично не вспомню. Я реально не вспомню. Иногда раньше мне было интересно смотреть Народное собрание. Там обсуждались лет 5 назад, лет 10 назад. Там обсуждались, может быть, какие-то реальные законы, которые бы реально улучшили какое-то положение в Гагаузии в области языка, культуры, традиций, не знаю, экономики. А сейчас я не припомню. Ну а почему? В связи с чем? Интересно смотреть Народное собрание. Единственное, что они просто ссорятся между собой, притом по вопросам, которые я не знаю, которые между собой, которые они не могут поделить. Это единственное, если бы закрыть камеру, люди ничего нового не узнают. Просто включили камеру, они между собой общаются, и никому это не интересно. А почему, как вы считаете, раньше были какие-то законодательные инициативы, обсуждаемые, принимаемые, которые приносят пользу автономии, а сейчас их не было, за последние 4 года? Почему вы думаете? В чем главная причина того, что не появлялись такие инициативы и не обсуждались? Главная причина в том, что им было не до этого. Им, во-первых, народным избранникам, я не знаю, если они народные избранники, и нет у них идей, у них другие задачи. У них есть какая-то команда, у них есть какие-то задачи, и вот они проталкивают эти задачи в Народном собрании. Потом у них нет идей каких-то новых законов, чтобы принять какой-то, договориться. Они даже эту рабочую группу, которая была, они взяли его и убрали. И что дальше? А что дальше получилось после того, как закрыли деятельность рабочей группы? Гагаузия загнула в себе, закрылась, и все, никто не хочет с ними общаться. Они сами закрыли эту дверь, которая была единственная. А дальше получилось то, что они варятся, собственно, в соку и не могут договориться между собой даже. А вот это закрыли дверь закрытием работы этой рабочей группы, это осознанный акт действия депутатов Народного собрания Гагаузии, либо они до конца понимали, что делают? Я думаю, что это была внешняя команда. Просто накалять ситуацию, то есть с нами не хотят в Кишиневе разговаривать, поэтому и мы тоже не будем разговаривать.
То есть это же было, по-моему, если я не помню, это же было после какого-то случая, они это сделали. Типа в отместку. Ну, Вот сейчас мы это была победили. какая-то цепь действий Народного собрания Гагаузии, которую сложно было оправдать и понимать, а зачем они это делают, если Ну, это только получилось так, что диалог. вот мы на вас обиделись, и мы не будем с вами общаться. Вот так это случилось. Ну, так по-детски чуть-чуть получилось, тогда, когда на кону стояли вопросы жизнедеятельности гагаузской автономии, а не конкретно взятых, даже если это народные избранники, да? Григорий, скажите, пожалуйста, 35 депутатов. Вот это число депутатов в Народном собрании Гагаузии обсуждается последние, ну, наверное, лет 6-7 уж точно, да, что это очень много депутатов, надо бы сократить число депутатов, надо бы перевести работу депутатов на профессиональную основу. Но, однако, сократить число депутатов могут только сами народные избранники, но они этого делать не хотят, и это очевидно. Как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? Как долго Гагаузия сможет выдержать 35 депутатов, которые должны посвятить себя работе, вопросам жизнедеятельности гагаузской автономии, а не проталкиванию личных интересов, либо интересов тех, кто руководит группой депутатов, скажем, или отдельными депутатами внешне откуда-то. Как решить этот вопрос, вот этого бюджетного бремя на налогоплательщиков содержания 35 депутатов? Я больше скажу что-то непопулярное, но я не считаю, что у нас проблема в том, что у нас 35 депутатов и их много. Да. Хочу напомнить, что наши депутаты не все получают зарплату. То есть по максимум те, кто составляет 12. комиссию, 9 или 12 человек, остальные не получают. И проблема же не в том, что эти депутаты идут в народное собрание из-за зарплат. Они же не идут не из-за зарплат. Они идут из-за влияния, из-за льгот, из-за неприкосновенности, и в надежде их кто-то перекупит, а они очень хорошо заработают. Вот это главная цель депутатов. То есть если вы хотите сократить бюджеты, пожалуйста, сократите депутатам льготы, сократите личный транспорт, сократите, не знаю, пусть приходят со своим стулом, покупают и приходят. То есть если депутаты очень хотят быть полезными для народа. Ну, 35 депутатов, я не считаю, что это просто нужно понимать, что есть люди, которые сумели купить 30 депутатов. Если у нас останется их 10-15, то им легче будет их перекупить просто и все. То есть проблемы нет, на ваш взгляд, в том, что их 35 депутатов, проблема в качестве... Нет. Нужно понимать, что если их останется 15, то некоторым непорядочным людям будет их легче подкупить и все. Так, а то что есть они тогда... тратятся на 30 депутатов, они потратятся на 15, им легче обойдется это просто. А что же тогда должно быть сделано в Гагаузии избирателями либо народными избранниками для того, чтобы мы получили в результате качественные составы Народного собрания Гагаузии? Я считаю, что эти люди не бедные люди, которые идут на народное собрание. Если они хотят послужить на благо Гагаузии, то они, наверное, может быть, стоит не... Ну, я сейчас думаю про бюджет, может, стоит им немножко сократить какие-то льготы, я уже повторился. Второе, способ избрания депутатов. Самая проблема, как мы выбираем этих депутатов. А как мы их выбираем? Эти одномандатные округа, да, из каждого села. Вот мы выбираем из каждого города по одному депутату. Проблема в том, что для чего мы это делаем? Депутат же не идет в народное собрание, чтобы представлять свое село. Депутат идет, чтобы представлять Гагаузию, решать законы, принимать, которые идут во благо всей Гагаузии. А если депутат думает о благе Гагаузии, то вообще не важно, откуда он избирается. Не так ли? На сегодня первоначально то, что депутат идет в Народное собрание Гагаузии от того или иного населенного пункта для того, чтобы представлять избирателей своего населенного пункта. Вот как понимается... Представим, вот в Русской Киселине осталось, допустим, грамотного человека. А вот в соседних Баурчах есть целых 2 человека, да? Два подготовленных специалиста. Что нам сейчас делать? Оставить одного в Баурчи, потом что там
там только один может избираться, а с Киселеву забрать, кто там попался, не знаю, там. Но законодательство сегодня предусматривает, что выборы депутатов Народного собрания Гагаузии, каждый округ, каждый населенный пункт должен быть представлен в Народном собрании Гагаузии. Поэтому получается история о том, что 200 человек, 250 человек в одном случае избирают депутата, да, с одного населенного пункта, а в другом случае 900 тысяч человек должны голосовать для того, чтобы был избран депутат от того или иного населенного пункта. Депутаты не хотят делать никакие реформы, и могла быть Гагаузия одним округом, и тогда та идея, о которой вы говорите, избирались бы самые, может быть, подготовленные люди. Вот именно я к тому и клоню, что одномандатный округа уже не работает. Это не актуально, и это не приводит ни к каким хорошим результатам. Я за то, чтобы хотя бы было 3 округа, да, там Чандрлонский, Камрадский и Вулканежский район. Притом люди, которые выходцы из Камрата, пусть они баллотируются в Вулканежцах, а люди, например, из Чадрунги, пусть они баллотируются в Камрате. Потому что обычно у нас как получается? А этого человека я знаю, его родители хорошие, поэтому мальчик хороший, вот тогда я буду голосовать, и он пойдет в депутаты, понимаете? А когда ты из Вулканежца и идешь в Камрат баллотироваться и пытаешься убедить людей, которые тебя не знают, и ты не знаешь, вот это, я думаю, интереснее. Ну, интересная мысль. Я думаю, что ваше мнение сейчас слушают и депутаты Народного собрания Гагаузии. Может быть, появятся какие-то инициативы, идеи у них, и возьмут во внимание вот такую идею, которую вы сейчас здесь высказываете. Народное собрание Гагаузии, во всяком случае, так получилось, что этот состав, последний созыв, была группа депутатов, собственно говоря, Константина в их числе, который ездил в Израиль на какие-то там договоренности, он обсуждал что-то там с Шором. И, в общем-то, этот состав Народного собрания Гагаузии стал составом, в котором депутаты непосредственно обсуждали с преступником то, как развивать Гагаузию. Почему говорю с преступником? Потому что мы все знаем, что осужденный за кражу миллиарда Шор скрывается от правосудия, находится не здесь. И как вы думаете, какой урон это нанесло гагаузской автономии? Давайте я скажу пару слов про власть нашу, да, про председателя Народного собрания, про Дмитрия Константинова. Это человек, по моему мнению, он всегда жил под какой-то крышей. Если у него не получалось с кишиневскими властями, он ладил с местными и находился под крышей местных властей. Когда в 2014 году он понял, что да как, и быстренько кинул Плохотнюка и перешел под крышу социалистов и под крышу Ирины Влах. Вот так получилось, что Ирина Влах была под влиянием Плохотнюка, потому что Плохотнюк для них был авторитет, и Ирина Влах кинула уже самого Константинова в 2016 году. И тогда уже у Дмитрия Константиновича, Дмитрия Константинова начались самые плохие времена, что Михаилу Влах даже пришлось жижу пить, чтобы доказать, что... тяжело было Дмитрию Константинову, но ему повезло то, что опять-таки уже последний раз он когда баллотировался, ему повезло, что трудно пришлось ему баллотироваться в Народное собрание, именно поэтому он решил на этот раз убрать ЦИК Ирины Влах, имени Ирины Влах, и поставить своих людей в 2023 году. Именно поэтому этот человек решил распустить Центральную избирательную комиссию. Григорий, скажите, вы живете в Европе. А в Гагаузии очень часто можно услышать такие фразы: «Зачем нам Европа? Европа сама разваливается. Зачем нам эта евроинтеграция в нашей стране?» Во всяком случае, Гагаузия на референдуме, вы знаете, как проголосовала. Гагаузия не поддерживала такой путь страны. Но и об этом чаще всего говорят люди здесь, на мой взгляд, которые мало что знают о жизни в Европе, возможно, ни разу не были ни в одной европейской стране, и чаще всего судят, наверное, по телевизору, который они смотрят. Вы живете в Европе. Что с Европой? Разваливается? Почему нам все-таки евроинтеграция должна быть интересна? Я не скажу, что Европа, в данном случае Евросоюз, да? Мы сами Евросоюз, естественно, да. Я не хочу сказать, что она разваливается, она просто сталкивается с вызовами, которые приводят к тому, что Европейский Союз должен трансформироваться в соответствии со современными вызовами.
Насчет чего я хочу, вот, ну, людям непонятно, я их понимаю, зачем им Евросоюз. Я бы хотел поставить акцент на том, вообще, зачем Молдове вступать в какой-то союз. Я бы хотел поставить так вопрос. Потому что, с моей точки зрения, Молдова, ну, не самодостаточное государство. Реально, страна очень маленькая, в стране очень проблемы большие с ресурсом. Нет гор, нет воды, нет элементарно земли, чтобы реально заниматься крупным сельским хозяйством и на этом выживать. Поэтому нам важно иметь доступ к чужим энергоресурсам, чужим финансам, интеллектуальным ресурсам. Поэтому я думаю, что, ну, Евросоюз это самое актуальное. Разница только в том, что почему именно Евросоюз, а, например, не таможенный союз, да, люди могут спросить, вот особенно в Ну а Гагаузии. почему? Потому что, Скажите. с одной стороны, в принципе, так и есть. Почему вот есть Россия, у него ресурсов сколько хочешь, рынок большой, продавай, получай дешевый газ. В принципе, это выглядит очень заманчиво. Я понимаю людей. Но надо подумать о другом. Надо посмотреть пример. Возьмите любую страну, любой регион, где сейчас главенствует Россия, Кремль. Ну реально, посмотрите, что там происходит. Даже с ресурсом, даже с электричеством за копейки, с водой за копейки и с газом за копейки. Везде одинаково. ОПГ, бандитизм, олигархи и сосредоточение ресурсов в одних руках. То есть в итоге получается, что даже если у нас есть какие-то ресурсы, мы не сможем с ними воспользоваться только потому, что есть определенные люди, которые будут блокировать твою деятельность. Даже если сегодня-завтра ты захочешь открыть какое-то предприятие, какой-то бизнес, ты как минимум должен будешь делиться с кем-то, как минимум ты должен будешь опасаться, что у тебя могут его отобрать. Поэтому в какой-то момент понимаешь, что это не работает. Вот даже возьмите Молдову. За последние 30 лет у нас был газ по 4 лева, у нас был газ по 4 лева, у нас был дешевый газ, у нас была дешевая электроэнергия. А что в итоге было? Ну, Весь было бизнес хорошо, был в сказали бы олигарх. люди. Дешевые тарифы это хорошо для людей. Так, Окей. Ну, знаете, богатство не в том, что у тебя дешевые тарифы, богатство в том, что ты хорошо зарабатываешь. Когда ты зарабатываешь, и для тебя не проблема этот тариф. Потому что когда ты зарабатываешь 200 евро и платишь 30 евро на, ну, допустим, или 10 евро на газ, то у тебя остается сколько? 190 евро, правильно? но все Но правильно, но дело в том, когда ты что... получаешь 2000 евро и платишь хоть 500 евро за газ, у тебя остается 1500 Но евро. слушающий нас ваши рассуждения зритель сейчас скажет, что да, проблема-то в том, что у нас тарифы высокие, и возможности заработать, получать большие заработные платы нет, и рабочих мест недостаточно. И в этом основная, я не знаю, проблема, которая волнует большинство граждан страны. Я считаю, что люди должны сосредоточиться не в том, сколько они тратят в магазине, а в том, сколько они зарабатывают. Это самая главная проблема в Молдове. Потому что надо привыкнуть, что в Молдове никогда не будут дешевые цены, никогда не будут дешевые продукты, потому что мы большинство товаров импортируем. Даже энергоресурсы мы все импортируем. Поэтому надо сосредоточиться на заработке, то есть повышать уровень дохода населения. Это самая главная цель. А не смотреть, ну, не знаю, сколько стоят помидоры и будут ли они на пару лей дешевле. Ну, смотрите, если возьмем взгляд из автономии... Это единственный выход. А власти автономии, что депутаты, что избираемые лица башканы, когда они идут на свои предвыборные кампании, они всегда, нет таких башканов, кандидатов, которые не обещали бы открыть рабочие места 7 тысяч, 5 тысяч, 2 тысячи. Кто какие цифры мог себе нарисовать, те и наобещал. Но эти рабочие места не открываются, а граждане, жители не спрашивают, не требуют, почему не открыты рабочие места. Здесь, в Гагаузии, от тех, кто обещал эти рабочие места. Но недовольство граждан растет, но нет вот этого недовольства тем, что избранные лица не выполнили те обещания. Очень коротко, как вы с этим связываете такое умение наших людей не требовать? Я вам скажу, что наши местные избранники очень хорошо устроились, потому что все, что плохо происходит в Гагаузии, это виноват Кишинев. А все, что хорошее происходит, это, конечно же, заслуга наших властей. Это очень удобная позиция, поэтому
А как Они ее могут менять? обещать очень много. Как ее менять, такую позицию? Ее менять просто людям пора спрашивать конкретные действия, которые депутат будет. Если депутат вам приходит и говорит, я вам подниму зарплату, я вам подниму пенсии, это уже сразу понятно, что он не может. Это не в его компетенции. Это в компетенции государства. То есть спрашивать о конкретных вещах. Вот ты хочешь народное собрание. Скажи хотя бы 5 законов, которые ты хочешь продвинуть и которые улучшат мою жизнь. Мгм. Исходя из этого, уже думать, насколько этот человек тебе врет, потому что ты уже сравниваешь насчет, ну, Насколько ставишь, это что это реально? в его компетенциях депутата. Если он вам скажет, что, ну, если он берет компетенции депутата парламента, то уже понятно, что человек просто хочет народное Еще один собрание. вопрос касается евроинтеграции. Интересно ваше мнение о том, почему Гагауза противится все же евроинтеграционным процессам Республики Молдова. Потому что в каждом населенном пункте, селе, городе уже сделано очень много инфраструктурных проектов на деньги ЕС. И практически все жители уже знают, что это на деньги ЕС было сделано. И они видят, как это улучшило условия их жизни. Но, может быть, потому что наши жители автономии после распада Советского Союза ездили на заработки чаще в Турцию, в Российскую Федерацию и реже в Европу. Может быть, поэтому им все-таки евроинтеграционные процессы как-то не подходят. Их мировоззрение больше приковано все-таки к Российской Федерации. Именно, это правда, потому что люди не знают. Я бы охарактеризовал просто, ну, взял бы 4 или 5 пунктов. То есть люди у нас не знают европейцев, люди не знают европейские языки, то есть они не знают ни французского, ни немецкого и не могут общаться, держать контакт с европейцами, то есть иметь друзей. И плюс люди всю жизнь смотрели телевизор, где им рассказывали про плохой Запад. Да, это еще с советских времен. Люди смотрели, и вот Америка плохая, Запад плохой. Даже если вот сейчас уже, когда Запад приходит и уже показывает реальные дела, это все равно людей пугает, потому что а капиталисты они такие, если они помогают, значит это неспроста. Поэтому люди боятся. То, что нам неизведано, того мы и боимся. Ну, вот Не было у гагаузов контактов с европейцами. Но еще один аспект есть вот по поводу языка. Почему вот болгаров мы знаем, да, тоже Европа, тоже Евросоюз. Почему в Гагаузии нет контактов с Болгарией? Нет. Ну, очень часто люди, которые приходят к власти в гагаузской автономии, очень часто концентрируют свое внимание, это и башканы в первую очередь, наверное, особенно последние, концентрируют свое внимание на том, что нам важно иметь какие-то соглашения с Российской Федерацией, хотя результаты, плоды этих соглашений люди чаще всего не видели. Но это всегда помогает избирателю определить свой выбор и выбрать того башкана, который склонен быть больше в каких-то связях с Российской Федерацией, нежели. Может быть, но я еще одно скажу. Люди просто не знают языка. Почему у нас Турция получилась в 90-х? Люди ездят, то ездили в Турцию, у людей есть родственники, у людей знают Турцию и нормально относятся. Почему с Болгарией не получилось? Что Но с люди не Турцией знают получилось. С языка. Турцией есть взаимоотношения, Турция очень много Есть, помогала Турция гагаузской. тоже, Турция, хотя у нас была очень сложная история с турками, да, мы, конечно, знаем про Османскую империю, но с Турцией получилось. Угу. Турки тоже помогают, и почему-то никто не говорит, что это неспроста, и Турция вот такая-сякая. Что с Да. Европой получается? Что европейцев мы не знаем языка, с ними не общаемся, и поэтому мы их боимся. Ну, еще один вопрос. Вы говорите, что к Западу всегда было какое-то сдержанное, да, как-то так вы высказались, отношение. Но вот башкан Евгения Гуцул писала письмо Трампу. То есть комплементарно достаточно последние 2 года, во всяком случае, с момента избрания во второй раз Трампа президентом, власти Гагаузии в лице башкана исполкома очень комплементарно относятся. Как вы думаете, с чем это связано? Письмо она написала, ответа мы не видели, не слышали, но что это дает власти? Это было очень комично на самом деле, но я знаю причину, почему так. Почему? То есть у них просто на кого-то нужно было пожаловаться. Да? Раньше жаловались на Россию, то есть, чтобы пожаловаться на Кишинев, надо было пожаловаться России, Россия надавит на Кишинев и что-то будет в пользу Гагаузии. Потом была Турция, но турки, то есть Россия уже не слушает Кишинев.
То есть это не авторитет. Россия не авторитет для кишиневских властей. Была Турция, но турки сразу сказали, пока вы с Шором, нас не трогайте, и мы вам помогать не будем. Да? Был Эрдоган, и была надежда на Турцию, что Турция надавит на Кишинев. Ну, остается кто? Остается Трамп, остается США. Но Трамп не ответил. Кто могут надавить на кишиневские власти в интересах Гагаузии. Вот они так подумали. Но Трамп не ответил. Наверное, человек очень занят, человек очень занят, и ему не до края мечты в Гагаузии. Скажите, молодежь Гагаузии очень пассивна, и что приходить к этим выводам, ну, как бы долго думать, читать, гадать, анализировать не нужно, потому что, ну, это очевидно. И на выборах в том числе молодежь пассивна. Как вы думаете, почему это происходит? Есть ли у вас какой-то свой ответ? Скажу так, молодежь везде пассивна. Возьмите любой выбор в любой стране мира, она везде пассивна. Абсолютно везде, потому что, ну, людям это неинтересно. Когда ты молодой, ты рассчитываешь на себя, да, ты рассчитываешь на свои силы. То есть уже ближе к 30 годам, 35 годам, чтобы получается то, что ты вроде бы рассчитываешь на себя, но не все от тебя зависит. Угу. Потому что ты понимаешь, что ты живешь в государстве, ты понимаешь, что ты живешь по законам. Поэтому мое напутствие молодежи, знаешь, какое? Первое, я бы сказал, рассчитывайте на себя, это правильно. Второе, учите английский язык, он вам все равно понадобится, что бы вы ни делали, даже если дома, за границей, он всегда вам поможет. И третье, интересуйтесь политической жизнью. Почему надо интересоваться политической жизнью? Потому что мы живем по законам государства. А законы, они не написаны 500 лет назад, они пишутся людьми, они меняются. Те люди, которые мы избираем, они меняют законы, потом, которые усложняют нашу жизнь, да? Ты 20 лет тебе, ты думаешь, да, я сейчас соберу первый взнос на квартиру, потом возьму ипотеку, и все будет у меня хорошо. Ты собрал первый взнос, когда пришло время взять ипотеки, была ставка 6%, а стала 20%. То есть ты понимаешь, что есть вещи, которые от тебя не зависят. А, Григорий, еще один... Власть имущие усложнили тебе задачу, поэтому очень важно. Это один из примеров. На самом деле их множество. Мы живем по закону, человек живет по законам государства. Что бы вы сказали тем людям, которые говорят, меня не интересует политика, я вне политики, вот такая позиция, как вы ее прокомментировали бы? Если ты не интересуешься политикой, это не значит, что они не интересуются тобой. Поверьте, политики с тобой заинтересуются. Лучше пусть ты интересуешься политикой, чем они тобой. Григорий, знаете, в последние... Потому что они всегда интересуются тобой не в твою пользу, а в свою. Так что в конечном итоге они тебе поднимут налоги и поднимут, не знаю, усложнят твою жизнь. Поэтому лучше ты интересуйся. Именно в тот момент, когда нужно избирать этих людей, изучать их позицию, потому что в конечном итоге они тебе создадут проблемы. Ну и последний вопрос. Очень много обсуждается в нашем молдавском гагаузском обществе сейчас заявления, сделанные Майей Санду во время одного из интервью ее. Иностранному изданию она давала интервью, хотя я лично не согласна с тем, что это заявление, потому что это был ответ на вопрос, и вряд ли можно это считать заявлением в рамках ответа на вопрос. Майя Санду высказала следующее, что если бы был бы референдум об объединении с Румынией, то она проголосовала бы за, и это стало такой темой, которая, получила, я не знаю, там очень много огня для обсуждения. Что вы скажете? Вас это беспокоит? Постараюсь ответить коротко. Майя Санду – это человек, которая свела на нет унионизм в Молдове. Это я абсолютно точно говорю, потому что она его поменяла Европейским Союзом. То есть она сказала, что вот у нас будет унионизм с помощью Европейского Союза. Она просто свела унионизм на нет еще с 2016 годов. Это первое. Второе, я не могу понять, почему возбудился левый электорат, хотя она сказала такие слова, которые бы обидели унионистов. Но она сказала, что народ не готов к унионизму, и мы сосредоточились на Европейском Союзе. Это наоборот унионистов должно было обидеть. Почему-то обидела левый электорат. Мне это непонятно.
Я понимаю, почему обидела, потому что нужен был инфоповод в очередной раз поливать помоями президента. Ну, это политика, ну, мы все понимаем. Нужен какой-то инфоповод, чтобы делать громкие заявления. Притом она это сказала, вот и я согласен с вами, это не было заявление, это не было, Мгм. это было интервью, ее спросили, она вынуждена была ответить. Я просто понимаю, почему, хотя вот сейчас недавно был этот министр иностранных дел заявил, что вот если случится 1918 год, возможно, мы сделаем референдум. И я их вполне понимаю. Если у людей, если будет выбор, либо Молдова попадает под влияние России, они, конечно, сделают референдум, чтобы попасть под влияние Румынии. То есть интегрироваться в Румынию, потому что ну, у нас люди, то есть проблема унионизма в том, что люди не верят, что Молдова будет самостоятельна в случае приближения российских войск. Это причина унионизма. Если бы этой угрозы не существовало, унионизма вообще не было. Вообще речи про унионизм. Все сосредоточены сейчас на Европейском Союзе. Если мы войдем в Европейский Союз, зачем нам унионизм? Границы откроются, пожалуйста. Дружите, ездите друг к другу в гости, работайте, делайте бизнес. То есть, Ну, если мы войдем, я так и написал. Если хотите, чтобы унионизма не было, делайте все для того, чтобы войти в Европейский Союз. Потому что если эта идея просто пропадет, то вы не сомневайтесь, люди просто не будут стоять сложа руки, люди захотят Евросоюз с помощью УНИРы, то есть с помощью объединения Румынии. Ну и в завершении, я понимаю прекрасно, что в нашей стране, да, наверное, в любой стране, как и в Евросоюзе, вы говорите, где вы сейчас находитесь, есть очень много разных своих внутренних вопросов, вызовов, проблем, которые приходится решать властям той или иной страны. У нас их тоже очень много, но наряду с этим, а есть вещи, которые вас, вот так на расстоянии, находясь от своей родины, радуют за нашу страну? Вот что вас порадовало за Молдову, за Гагаузию за последнее время? Меня радует то, что люди Инстаграм в данном случае в рилсах начали хвастаться молдавским паспортом. То есть лет 10 назад это не был, я бы не представил, что кто-то вытащил молдавский паспорт в интернете и показал, и порадовался, что у него есть молдавский паспорт. Это меня радует. То есть у Молдовы есть, второе, у Молдовы есть реальная цель, это европейская интеграция. И меня радует, что эта цель, эта цель вполне благая для Республики Молдова. Что я уже повторил, Молдова не может без союзников. Не может. Ну, маленькая страна, реально ресурсы очень маленькие. А люди хотят хорошо жить. То есть Молдова не может обеспечить высокими зарплатами именно за счет своих ресурсов. Но есть еще и третий вариант. И не идти в Евросоюз, не идти в таможенный союз, а оставаться и дружить с этими и с другими. То есть находиться в серой зоне. Это, наверное, худше всего. Просто думать, что мы вот и с этими, с теми дружить будем. Потому что политики дружбы нет. Если дружишь ты со всеми, то ни с кем не дружишь. А если ты ни с кем не дружишь, то тебя будут использовать и те, и другие. То есть бить будут и те, и другие. Поэтому это самый худший вариант. Спасибо, Григорий, спасибо за это вашу тот вариант, в котором мы жили за последние 30 лет. И с теми, и с другими, и ни с кем в итоге. Да? Ни с кем не получилось у нас. Абсолютно ни с кем. То политики так не работают. Особенно такое маленькое государство, которое... Ну чем мы можем кого-то шантажировать? Вот политики шантажируют своим влиянием. Ну чем? Угрожать будем, что не будем поставлять вино, ими они останутся без молдавского вина. И поэтому делайте то, что мы хотим. Нет. Ну, чем может Молдова шантажировать? Вот есть Турция, да, у них есть там геополитическое положение, они могут шантажировать и Европу, и Россию, и всех, потому что у них удобное положение. А Молдова что может? В этом самый лучший вариант найти союзников. Гагаузия показала, что может, когда закрыла дверь рабочей группы межпарламентской для ведения диалога и осталась совершенно в изоляции. Полное спасибо большое, Григорий, вам за время, которое вы отвели нашему общению. И искренне благодарю вас за открытое такое мнение и четкую гражданскую позицию. И да, меня тоже порадовал ваш вот этот вывод. Я не видела, но я этому очень радуюсь, если это так, что люди стали хвастать тем, что у них молдавское гражданство. Ну, то есть как гордиться тем,
что есть такое гражданство. Но это так должно быть в любом государстве, граждане которого уважают то государство и работают, заботятся о государстве, гражданство которого они держат в своих руках. Спасибо вам, успехов, ну и оставляем за собой право еще связываться с вами, поскольку вы, как журналист в прошлом, очень часто пишете в своих постах в социальных сетях что-то очень важное, как мне кажется, для обсуждения. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Успехов, друзья. Ну, а для всех тех, кто это время провел вместе с нами, это был наш первый такой вот проект, расширенный формат «Свободного взгляда». Мы тут говорили сегодня с уроженцем города Чедерлунги, проживающим в Португалии, Григорием Стояновым. Следующие выпуски смотрите. И, конечно, друзья, не забудьте подписаться на наш канал YouTube Gagos Media. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что таким образом расширяется наша аудитория. Значит, больше людей будет, которые будут узнавать мнение друг друга о том, что происходит в стране, в автономии, как к этому относиться. И самое главное, чего мы хотели бы нашей командой добиваться, помочь и себе, и вам выработать свой правильный взгляд на то, что происходит, и подводить себя к правильным выводам. До встречи!